Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Точный день, когда ваша жизнь изменится. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на свое будущее и на день, когда жизнь ваша изменится. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Очень много семерок у вас вышло. Здесь даже, наверное, не просто день показали, а именно ваше счастливое число. Число 7 приносит вам удачу, либо принесет вам много радости, много удачи. Ну, давайте пойдем по порядку. Отсыпка у нас общая. Здесь не одно событие, здесь разные события повыходили. Я вам буду о них говорить, а вы уже будете понимать, про вас или не про вас. Вот здесь у меня женщина, которая ждет справедливости. С женщиной очень плохо поступили. Какая-то прям боль, обида, аж сердце сжимается. И вот много слез, я вижу, вы пролили. Вас кто-то обидел. Здесь как конкретный человек может отыграться, да, вот кто-то конкретный, так и, например, система, да. Система могла обидеть. Обидеть даже могли какие-то люди. Может быть, даже какие-то превратности, да, вот судьбы произошли. Но что-то прям плохое произошло. Здесь показывают мне конец весны, когда вовсю цветут цветы. Вот именно в этот период число не показали. Но показали, что конец весны. Когда прям уже максимально тепло, когда уже все зеленое, красивое. В этот период я вижу, что вы какую-то компенсацию будете получать. Здесь и справедливость придет, и компенсация. Ну, допустим, может быть, у вас что-то украли, забрали, отобрали, вас чего-то могли лишить. Да? Вы себе свое вернете. То есть к вам вернутся ваши деньги, ваши потери, право, да, владения того, что у вас отобрали. Ну, либо компенсация за то, что уже, например, нельзя вернуть. Также, если, например, вас какой-то конкретный человек обидел, да, преступно с вами поступил, то именно под конец весны этот человек вам ну, вот какое-то предложение сделает вот с целью скомпенсировать. Возможно, этому человеку настолько вот плохо станет, только вот прям прижмут высшие силы, может быть, закон прижмет, да, что человек придет к вам с очень щедрым предложением. То есть за вашу обиду он будет вам материальное предлагать. То есть, скорее всего, ну, деньги, наверное, давать, либо, может быть, каким-то имуществом откупаться. Но вот вижу щедрость с его стороны. И вижу, что вы увидите, как этот человек страдает, плюс вот эти его откупные, и вы согласитесь. Вы будете удовлетворены этим предложением. Опять же, видите, как человек страдает. Возможно, человек вам расскажет, что вот после того, как я тебя обидел, ты там на меня заявление написал, у меня такие неприятности, такие беды в жизни, да, давай вот мы с тобой помиримся, ну, либо какое-то примирение, да, достигнем примирения, я тебе за это вот столько-только дам, вот я уже так не могу больше страдать, вот прости меня, да. Ну, либо этот человек, может быть, действительно преступник, и найдут, и человеку, например, суд присудит вернуть вам с компенсацией, там, с материальный ущерб восстановить, может, моральный ущерб, да, вот как-то так не показано. Вот именно конец весны у вас это произойдет. Тот, кто виноват, будет отвечать. Тот, кто виноват, вам все скомпенсирует. Ну, либо, в принципе, да, вам будет положена большая компенсация, которой вы, ну, вот действительно утешитесь. Вы поймете, что справедливость есть, справедливость вам доступна, и это хорошее утешение, плюс еще и, ну, материальное подспорье очень такое неплохое вам идет. Вот здесь вопрос у вас закроется.
Так, а вот здесь у меня показана встреча двух любящих сердец. Но почему-то показаны танцы, вот как будто бы вы танцуете. То ли это, может быть, какой-то ночной клуб, да, может быть, это какая-то дискотека, может быть, это даже какое-то праздничное мероприятие, где люди могут танцевать. 20 числа идут. 20 числа, вот там, где 20 и дальше. И это летом будет происходить. И вас человек приглашает, и в этом танце вы прям друг друга чувствуете. Можно даже сказать, влюбляетесь с первого взгляда. Ощущение будет, что вы друг друга знаете прям с самого рождения, может быть, даже далеко до рождения уже знали друг друга. Прям любовь с первого взгляда. И этот танец, он перерастет в свадебный танец. Вот так мне идет. Да, вы будете танцевать. Лето, 20 числа. Так мне идет. Дальше. Здесь какое-то очень резкое событие, которое все в вашей жизни как вверх тормашками переворачивает. Такой вот прям переворот, но переворот к лучшему. Здесь именно 17 число. Либо этого месяца, либо следующего. Очень резкое событие. Вы прям не ждете, не готовитесь и даже, возможно, немножко испугаетесь. Все как будто бы вверх тормашками переворачивается. Но это перемена, перемена к лучшему. Вы потом этот день вот прям красненьким обведете и будете этот день вспоминать добрыми словами. А может быть, каждый год в этот день вы будете прям отмечать начало новой жизни. Я не могу сказать, что, но вижу, вот как все вверх тормашками переворачивается. И к лучшему, прям к счастливому, к доброму, к позитивному, к жизнеутверждающему все меняется. Вот всего ждете, а именно этого не ждете. 17 число этого месяца, либо следующего. Это прям совсем рядом находится, потому что у вас в центре это число вышло. Дальше. Здесь про работу речь идет. Но здесь тройка идет. 3 число, либо 3 месяц. Ну, это получается следующий у нас месяц, да? 3 числа следующего месяца у кого-то отыграется. Вот работа. Тут рабочее предложение, либо даже подписание какого-то рабочего там контракта, договора. И знаете, еще так показано, что вам работу будет предлагать очень хороший и честный человек. Человек, который вот как раз смотрит, что ли, вас, увидит ваш потенциал, увидит, что вы способны на большее. Вот, знаете, еще так показано, что этот человек вам всячески будет помогать. И работа у вас такая вот странная, вроде как на одной должности числитесь, а работу какую-то совершенно другую делаете. Но вам точно понравится, и может быть у вас какой-то такой моментальный, скорый карьерный рост. А может быть, действительно, вот человек увидит ваш талант и сразу же вам будет что-то другое предлагать. И через время вас, например, на другую должность уже официально назначат. То есть вы вроде идете на одну работу, а делаете совершенно другую. Хороший знак. И тот, кто вам предлагает, вот он прям чуть ли не другом, подругой вам становится. С тем человеком вы очень сблизитесь. Здесь хорошая работа и работа в удовольствие. Так мне идет. Троечка, да? 3 число, 3 месяц. Вот это предсказание, оно может не только для вас отыграться, но, например, для вашего близкого, любимого человека. Да, может быть, вы работу и не ищете, но кто-то из ваших близких ищет работу. Тройка, именно тройка. 3 число, 3 месяц. Так, с левой стороны. Вот здесь показано, что на плохих людей как будто бы горы падают. Как будто бы кто-то своим решением эти горы на плохих людей сбрасывает. Число 12 идет. 12. Время не могу сказать. Но 12. Может быть, даже и в этом месяце случится. Горы на плохих людей, причем такие огромные горы, как раз давят этими горами. Плохие люди, может быть, это ваши недоброжелатели, может быть, это ваши враги, может быть, даже ваши конкуренты. И здесь, знаете, как рок уже, да, ничего не изменить. Не изменить. Ну, такая, наверное, судьба у этих людей была. Тот, кто сбрасывает горы, я не могу сказать. Но в его силах власти эти горы на людей сбрасывает. То есть людям создавать настолько невыносимые проблемы либо ситуации, что уже никто не справится. На плохих людей горы упадут.
Что вам от этого? А вам облегчение, а вам свобода, а вам зеленый свет, а вам жизнь без вот этого, знаете, подергивания, оглядывания. Да? Больше ни на кого не нужно оглядываться. Вам в спину никто дышать не будет. И никто подножки ставить не будет. И вредить вам никто не будет. У кого-то даже может отыграться какие-то законы, да, у кого-то отыграются там, болезни, там, не знаю, какие-то случаи нехорошие. Но вот показано, что ни на одного человека горы упадут, а там их прям толпа какая-то. Вот как, несколько, да, давайте, может, и не толпа, но несколько точно. Число 12 показано. Дальше показана большая собака. Собаками обычно друзей показывают, и также верность могут показывать. Здесь у нас 2. Но жарко, очень-очень жарко, может быть август, да, либо какой-то жаркий летний месяц. Здесь либо человек свою верность докажет, проявит, либо вы с этим человеком подружитесь, да, именно 2, получается, числа. Кстати, 2 еще может указывать на идеального друга, да, как пара в дружбе. И прям очень жарко будет. Верность, либо дружба. С левой стороны можно вы и ждать не будете, либо надеяться не будете. Оно так само сложится. Но собака очень большая, значит, человек сыграет в вашей жизни ключевую роль. Либо очень долго с вами рядом будет находиться. Дальше 7. 7 вам идет. 7 вам большую победу предвещает. Как своего добиться, победить кого-то, либо что-то победить. Выйти из тени, либо заявить о себе громко-громко на весь мир. Но здесь именно 7. Может быть 7 как месяц, да? Все у вас произойдет. Большая победа, громкая победа, славная победа. Вам тут люди аплодируют, вас тут на руках носят. И над вами еще лавровый венок. То есть эта победа, она ключевая. Эта победа, она для вас как новую жизнь открывает, либо новые возможности в жизни открывает. После этой победы вы больше никогда, например, не проиграете, либо не откатитесь к прежнему состоянию. То есть эту победу уже никто не заберет, потому что у вас лавровый венок. Победить врага, победить какую-то проблему, выйти в победители, может быть, в каком-то конкурсе, может быть, даже в каких-то состязаниях. Тут прям и результат показан, и никто не отберет, понимаете? Эта победа навсегда будет с вами. Дальше. Показывают что-то свадьбу. Но свадьба, она какая-то необычная. Может быть, это какая-то тематическая свадьба. А может быть, это свадьба, например, где-то в экзотическом месте. Может быть, это уже как не первый брак, да, вы не будете там белое платье, белую фату. Может быть, свадьба для себя, да, когда мужчина и женщина, они женятся, и они там особо никого не зовут. Именно свадьба для себя идет. У вас свадьба какая-то осенняя мне идет. Возможно, вы официально расписываетесь, да, как мирской. И также, например, венчание. То есть и перед людьми, и перед Богом вы заключаете брак. Тут у вас какая-то продолжительная она еще идет, да, может быть, там один день вы регистрацию проходите, другой день вы венчаетесь, то есть не в один день вы будете делать, а может быть, вы в разных местах это будете делать. То есть у вас тут свадьба в несколько дней получается. И она мне идет именно осенняя, но осень теплая. Очень теплая. Свадьба у кого-то будет очень необычная. Прям такое событие, очень красивое, врежется в память не только вашу, но и тех, кто будет об этом знать. Прям как-то вы это все устроите необычно, не так, как у других людей. Кстати, может быть, вы замуж будете выходить, допустим, у себя в стране, а потом еще, например, в стране своего избранника. Да, как-то так еще может отыграться. У вас как 2 свадьбы. Но за одного и того же человека вы ходите, но как будто бы дважды. И осень именно показана. Так, еще поездка. Вообще мне идет как это переезд. Отъезд-переезд. Отъезд, возможно, вы куда-то будете перемещаться. Может быть, в другую страну, в другой город, на другой континент, в конце концов.
ну, либо поездка, вот какая-то желанная поездка. Но здесь не показали ни цифру, ни месяц, а знаете, что показали? Молодой месяц, молодую луну. То есть ваша поездка состоится в максимально удачный момент. Если ехать в новую луну, на новый месяц, да, то это будет максимально удачно, максимально во благо. Если переезд, то это самое удачное решение в самое удачное время. Здесь больше даже похоже, что вас как будто бы сами ангелы будут вести, чтобы вы именно в удачное время, в удачный момент переехали, либо уехали, поехали. Ну вот новолуние показали, вот именно молодой месяц. Не могу сказать больше ничего, потому что с левой стороны, может быть, вы еще об этом не думали, что вам куда-то придется ехать, либо переезжать, уезжать. Но вот именно здесь ангелы будут вести. На новолуние это случится. Так, чтобы прям для вас идеально было, да, либо очень хорошо для вас это все в жизни отыгралось. Поездка, либо отъезд, может быть, переезд. Легкий идет, легкий, комфортный, и вам все как будто бы рады, либо вам все будут в этом переезде, в этой поездке как будто бы помогать. Вот как все для вас вот мне идет. Не сопряжено с какими-то трудностями, либо с какими-то волнениями. Вот, знаете, говорят, как по маслу, да. Вот и у вас такая поездка, либо такой переезд показан. Новолуние, и именно ангелы ведут. Может быть, это даже какое-то спонтанное решение будет, а может быть, это будет необходимость, да. Ну а если вы планируете, то все случится именно тогда, когда будут идеальные условия. Все, что я могу от себя сказать, это будет новолуние. Так, в самом венце показывает, что кто-то вернется в вашу жизнь. Но вернется как-то, вот как две даты у вас получаются. Возможно, человек сначала вам заявит о том, что он возвращается, да, либо как-то вас оповестит, а второй момент уже конкретная встреча у вас произойдет. Это произойдет в один месяц. Месяц этот летний, где-то вот середина, да, лета у вас происходит. А числа, ну вот где-то после 20-х чисел. После 20-х чисел у вас встреча. Может быть, там 20 числа, может 21-го. То есть, получается, в начале месяца человек вам говорит, что я вернусь, либо я еду. И где-то в 20-х числах у вас уже встреча происходит. Кто-то важный для вас вернется. Тот, кто со своим возвращением покой в вашу жизнь принесет. Волнения уйдут, покой придет, спокойствие придет. Вот такое возвращение показано. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.